безоблачно. Плюс 27 обещает сегодня. Добрый день, дорогие друзья. С вами Каныбек Шадыканов. Вы на моем канале. Сегодня после вчерашнего дождя прекрасная солнечная погода. Нам нравится вообще дождь, когда идет. Мы за полгода первый раз такой дождь застали. Она как весенний дождь для нас считается. Хотя на дворе уже почти ноябрь, да, 5 ноября сегодня. Но чувствуется здесь хорошо. Я такой надел кофточку длинную рукавами, но думаю, сегодня будет жарко. Масочный режим везде присутствует. У нас все носят маски. В нашем районе есть такой маркет Бояр, Зеленый базар. Она работает до 10. Вот эта улица тоже. Магазин Фло есть у нас недалеко. Сервисный центр, шиномонтажка. Такие маленькие магазинчики. У них, кстати говоря, сейчас осенние распродажи пошли. Хочу зайти в один магазин. Вот в нашем районе есть обмен валют, такие агентства разные. Доллар 85, 85. Орехи у нас стоят по 35. Получается. Сейчас пойдем через дорогу. Трафик какой, да? Светофор я вообще не понимаю, когда можно переходить, когда нет, очень долго моргает он. Когда уже можно переходить. Да. Показываю наш район. Вот. Веломастерская. Вот. Магазины разные. Вон у нас PTT есть. Через дорогу есть один магазин, который продает тоже разного рода бытовые товары, все для дома. Цена может быть немного выше, но тем не менее можно приобрести что-то. Сейчас вам покажу, о чем идет речь. Здесь вот он, дедушка. Салам алейкум, Аби. Вот все вот такое продается. Все для дома у него. Веревки, все такое продается. Больше такого нету, да. Вот такое есть. Мыло. Скидка 13,95. Моющие средства. Актив. Вот масло стоит сейчас 48,95. 5-литровое.
Хозтовары магазин нашел. Тоже много чего у них продается. Тоже в нашем районе. Вот болгарки, замки, ключи шестигранные. Вот такой большой магазинчик. Унитазы. В каждом районе, я думаю, такие есть. Вот. Что-то для ванны. Вот. Такой вот магазинчик. Их много таких в этом районе. Главпочтамт наш в нашем районе. Я искал такую проволоку. Представляете, в нашем районе нету такой проволоки. У нас в Кыргызстане везде можно найти такую проволоку. Наверное, придется ехать далеко куда-то, но нереально. И вот почти все магазины, которые шаговой доступности, ближайшие 2 километра искал, нету. Так что это показатель того, что в Турции у нас развито. И уже только в определенных местах можно купить нечто подобное. В нашей местности распространены такие чайхана. Мне напомнило город Ош. Тоже здесь люди сидят, пьют чай, общаются. В основном только пьют чай. А в Оше пьют зеленый чай. Здесь черный чай. Торговля у нас идет. Я все ищу какой-то большой строительный маркет в Мерсине. У нас, например, в Бишкеке есть такой строительный крупный магазин, где можно все купить. Два прораба называется. Может быть, кто-то знает, нечто подобное есть в Мерсине? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Дорогие друзья, я домой вернулся. Хочу показать вам дерево инжирное у нас растет. Сейчас уже нету плодов, естественно, уже закончилось. Сегодняшний день у меня завершился тем, что я ничего не нашел, то, что мне нужно было найти такую проволоку. Помните, я вам рассказывал, Катя задумала такую интересную вещь. Мы занимаемся реставрацией мебели, учимся этому и хотим тоже потом в дальнейшем с вами поделиться. Буду искать, если вы найдете такой магазин большой, где можно все найти от шурупа до, допустим, гипсокартонные шурупы или дерево 10 на 15, все, что там можно найти, то было бы замечательно. Я постепенно узнаю этот город. Иногда получается, иногда нет. Ездишь, узнаешь, ищешь через интернет. Поэтому оставляйте комментарии. Краткий фрагмент, что Катя будет делать из шарниров, которые мы купили в прошлом магазине, посмотрите в этом видео. Итак, до новых встреч.